Обсудим реализацию республиканской программы по ремонту подъездов вместе с генеральным директором регионального оператора Башкортостана Павлом Сафоновым. Павел Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, второй год реализуется у нас республиканская программа по ремонту подъездов. Как вы оцениваете ее по итогам 2020 года? Да, вы правильно заметили, что программа реализуется второй год. Она инициирована главой региона Радимом Фаритовичем Хабировым. В прошлом году, в 2019, мы отремонтировали 4001 подъезд. В текущем году у нас 2180 подъездов. На сегодняшний день строительно-монтажные работы на 100% завершены. Все подписаны акты собственниками многоквартирных домов, управляющими компаниями и, конечно же, заказчиком, региональным оператором. Повлиял ли коронавирус на результаты? В начале года у нас была программа сформирована на 3382 подъезда. При начальном финансировании, потому что я хочу добавить, что финансирование именно оно республиканское, 100%. Это порядка 708 миллионов рублей, уточним просто. Так, это порядка было 880 миллионов рублей. 90% это бюджетное финансирование и 10% это муниципалитеты. Вот. После чего был коронавирус, да, объявлен по Республике Башкортостан, ушли на самоизоляцию и финансирование было пересмотрено. И в результате у нас на этот год осталось 2180 подъездов. Получается, 23 марта мы расторговались, заключили контракты, подрядчики приступили к работам. 30 получается, марта было введена у нас самоизоляция в республике. Все работы мы приостановили. И с 8 июня текущего года работы заново были возобновлены. Хочу заметить, что за этот период времени, за 6 месяцев, данная программа была реализована на 100%. Как вы оцениваете сотрудничество с общественниками, да, и нужен ли действительно общественный контроль? Что касается общественного контроля, это, конечно, можно сказать, это глаза и уши собственников, и они доводят данную информацию до нас, как до заказчика. Взаимодействие у нас очень плотно идет с собственниками помещений, многоквартирных жилых домов, с общественным контролем. Мы выезжаем на те жалобы, на те замечания, которые присутствуют в том или ином доме, отрабатываем. Если это объективные замечания, то подрядная организация устраняет их незамедлительно. Если что касается в рамках управляющей компании, там уже управляющая компания на себя берет данные замечания. Ну, согласитесь, это нужно. Да, это нужно. Давайте поговорим по качеству проведения работ. Вот сейчас как раз идет мониторинг состояния подъездов, которые ремонтировались в 2019 году. Это обсуждалось на оперативном совещании в правительстве. Из 4000 подъездов 629 замечаний и 615 – это то, что устранено силами подрядных организаций, управляющих компаний. 14 еще остаются в работе, но вот до 15 декабря их должны устранить. Как вы оцениваете эти цифры? Что касается замечаний, конечно, при любой работе они есть замечания. Если брать в процентном соотношении из 4001 подъезда прошлого года, ну что такое 600 замечаний, это свыше 12%. Что касается нас как заказчиков, однозначно мы с подрядными организациями отрабатываем те замечания. Если поступают письма с администрации муниципалитетов, от собственников многоквартирных домов, то мы сразу же, потому что подрядные организации несут гарантийные обязательства. С 2019 года это 3 года, с 2020 года получается 5 лет уже непосредственно. Именно, подчеркну, гарантийные обязательства, которые несут именно вот покраска стен, если где-то что-то отошло и так далее. Давайте обсудим дома, в которых проживают инвалиды-колясочники, и какие работы по ремонту подъездов проводятся в этом случае. Да, с текущего года, с 2020 года были внесены ряд изменений в постановление, в тот перечень работ, и прописали о том, что маломобильные граждане, колясочники, тоже финансирование было предоставлено с Республики Башкортостан, и мы включили как один из видов работ. Это пандусы, перила. У нас в этом году провели в 12 подъездах по всей республике
Именно я еще хочу подчеркнуть, что это именно в рамках реализации программы комплексного ремонта подъездов. На сегодняшний день данные граждане они довольны, работы тоже произведены в полном объеме. И что хочу сказать, комфортно, зато можно будет выехать. Какую реакцию Да. вы видели? Вот хочется вот этих, что слышали вы, как люди реагируют? Вот если взять в разрезе проспект Октября 128, Это в 1, Уфе? это Уфа, мы там тоже провели в рамках работы пандуса, просто-напросто данный гражданин, он доволен. Он может без всяких усилий выехать на улицу, также заехать, потому что есть и поручни, и согласно ГОСТов, СНИПов, данные пандусы соответствуют всем нормам. Давайте обсудим призыв быть промышленными патриотами. Об этом говорил глава Башкортостана Ради Хабиров. И мы понимаем, что здесь идет речь о том, чтобы использовалась продукция, которая произведена у нас в республике. Вот здесь как проводится эта работа? Подрядным организациям было рекомендовано брать именно нашего производителя. На сегодняшний день сами наши производители это окна, двери, тамбурные двери, почтовые ящики. Что касается окон, дверей и тамбурных дверей, это свыше 93% это местные производители. Почтовых ящиков это 70% местного производителя. Нагрузка на производителей, конечно, колоссальная. Они не думали, что столько нужно будет дверей, замена, окон. В принципе, местного производителя мы поддерживаем совместно вот с нашими, так сказать, подрядными организациями. А какой эффект получает экономика? Экономика, во-первых, это логистики нету. Именно здесь у нас Экономия, значит. экономия идет. Во-вторых, та цена, которая поставка и все остальное, это, конечно, она ниже, потому что подрядные организации сразу берут больше объема и получают определенную скидку. И подрядчику хорошо, и уже производителю тоже хорошо. То, что продукцию берут. Вот, кстати, про подрядчиков. Как вы оцениваете их мастерство по итогам этого года, да, и пополняется ли черный список? Что касается подрядных организаций, генподрядных организаций у нас их 5, которые именно в текущем году проводили работу, и свыше 60 субподрядных организаций по всей республике. Это управляющие компании, это строительные организации и местные, так сказать, подрядчики. Что касается производимых работ в текущем году, конечно, данная программа прошлого года она была новая, много было определенных моментов, мы это все, как говорится, и устранили, и научились работать. В текущем году вот, на несколько, я считаю, в порядок раз лучше работа произведена и качественно. Что касается черного списка, подрядчики просто-напросто свои те обязательства, которые несут, они хотят работать на рынке и намного лучше работают. Спасибо. Планы по 2021 году? Что касается 2021 года, на сегодняшний день мы провели полностью обследование, проектно-сметную документацию подготовили, сметы. Вот, тоже мы отталкивались от финансирования следующего года, это 880 миллионов рублей. Мы обследовали 2112 подъездов. Но в связи вот тоже определенных моментами в республике финансирование, скорее всего, будет урезано, и нам пока еще не определились именно сколько с республики дадут денежных средств, после чего мы будем уже определяться и с подъездами. Ну, будем отслеживать, и я думаю, эта информация тоже появится в информационных ресурсах. А сколько всего у нас подъездов в республике, которые, вот, допустим, могут войти в эту программу? Вот весь объем сколько? В 2019 году мы полностью промониторили совместно с муниципалитетами. Это порядка 24 тысяч таких подъездов по и всей вот здесь республике. Вопрос, как могут жители домов вступить в эту программу, что для этого нужно сделать? Конечно, программу формируют на местах, это именно муниципалитеты дают предложение, тот или иной дом, тот или иной подъезд, который нужно отремонтировать вперед. Как вступить? Это, конечно, подготовить протоколы, собственники должны провести собрание, данный протокол предоставить в управляющую компанию и в администрацию города, либо муниципалитета.
после чего они формируют уже на местах данную программу, предоставляют Министерству жилищно-коммунального хозяйства данную программу, и уже выходит определенный приказ, и мы уже ремонтируем. Конечно, подчеркну, это все зависит от объема финансирования. Ну и плюс от активности жителей. Так, да, совершенно верно. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам на программу «Интервью». Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был сегодня Павел Сафонов, генеральный директор регионального оператора Башкортостана. И мы говорили о том, как реализовывалась в этом году республиканская программа по ремонту подъездов. Не переключайтесь, оставайтесь в БСТ.